Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Более 120 квартир для детей-сирот и переселенцев ведут в Якутске уже в этом месяце. Порядка 23 миллионов рублей было выделено Нюрбинскому району на борьбу с коронавирусом. Что закуплено на эти деньги и какова обстановка в райцентре? Строительство канализационно-очистительной станции ведут в селе Бердигистях Горного района. Поправки в налоговый кодекс в части реализации отдельных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики приняты Госдумой в первом чтении. Предложения Якутии поддержаны Минфином и депутатским корпусом Нижней палаты парламента. Инициативы направлены на выравнивание условий реализации региональных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о восстановлении упущенной выгоды по налогу на добычу полезных ископаемых. Напомним, что в Якутии действует 16 региональных инвестиционных проектов, из них 2 в сфере угольной промышленности и 14 проектов в сфере добычи драгоценных металлов. Внесение изменений в налоговый кодекс позволит усилить налоговую ответственность участников региональных инвестиционных проектов. Если участники региональных инвестиционных проектов нарушают инвестиционную декларацию и выпадают из участников региональных проектов, они должны возместить, уплачивать налог с момента, когда они получили первую прибыль при реализации по инвестиционной декларации. В этом месяце в микрорайоне Борисовка-1 Якутска введут в эксплуатацию 123-квартирный жилой дом для сирот и участников программы переселения. Как сообщили в Департаменте жилищных отношений, вводимый дом малогабаритный, все жилые помещения в нем однокомнатные. 40 квартир в новом доме приобретены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 72 квартиры будут предоставлены гражданам в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. По этой программе квартиры будут предоставлены гражданам из 17-го квартала, Сайсарского, Центрального и других округов Якутска. Зампред регионального правительства Ольга Балабкина находится с рабочим визитом в Вилюйском районе. Она оценит действия на местах по борьбе с коронавирусной инфекцией и ход строительства социальных объектов. Вчера вице-премьер ознакомилась с ходом строительства психоневрологического дома-интерната в селе Сосновка. Он будет введен в эксплуатацию в следующем году. Также в Сосновке Ольга Балабкина посетила новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, а после провела совещание с главами поселений и оперативным штабом Вилюйского района. 2 задачи я для себя сегодня поставила и соответствующее поручение получила от главы Республики Саха-Якутия. Это прежде всего проверить исполнение национальных проектов на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Улуса, Нюрбинского и Горного. И, соответственно, провести совместные оперативные штабы в том числе с главами наследников и с главами районов, для того, чтобы оценить ситуацию, которая связана со второй волной коронавируса на территории в целом нашей республики. Во-первых, борьба с коронавирусом, ее предотвращение и недопущение, оно относится к совместной работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, поэтому все действия должны быть четкими и скоординированными. За минувшие сутки на территории Якутии зафиксировали 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения региона Елена Борисова. Из них в Якутске 110 случаев, в Вилюйском районе 11, в Мегино-Кангаласском 10, в Алданском районе 8, в Нерюнгринском 7 заболевших. Единичные случаи коронавируса также зарегистрированы в 19 районах республики, сказала Борисова. За прошедшие сутки скончались 2 пациента с COVID-19. Хотелось бы сказать, что сегодня у нас большое количество обращений, но тем не менее надо отметить, что за последнюю неделю практически в 5 раз снизилось количество звонков на горячую линию, что говорит, конечно, о стабилизации процесса. Я хотела бы обратить еще максимальное внимание на то, что необходимо продолжать применять все меры, которые были подписаны указом главы, начиная с самоизоляции лиц с заболевшими по ОРВИ, заканчивая ношением масок, социальным дистанцированием. С момента объявления в Якутии режима повышенной готовности первый заболевший в Нюрбинском районе появился спустя более чем 2,5 месяца. Тогда были мобилизованы все службы. О том, как идет борьба с коронавирусом в Нюрбе, наш корреспондент Роман Савинов.
В Нюрбинском районе на борьбу с пандемией из местного бюджета было выделено 23 миллиона рублей. Средства были направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, концентраторов, средств индивидуальной защиты и так далее. В целях информирования населения, решения проблемных вопросов граждан, поступающих в связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, работает горячая линия оперативного штаба. Также на базе IT-Куба начал работу колл-центр, где стекается вся информация по COVID-19 в районе. Мы уже закупаем 26 концентраторов, некоторое час уже подошло. На районные деньги мы уже закупаем 4 ИВЛ. И по линии благотворительного фонда уже у нас поступил уже 1 ИВЛ. И еще ждем 3 ИВЛ по линии Минздрава. Так что у нас в достаточном количестве уже в середине ноября будет и ИВЛ, и более 30 концентратов. На передовой сейчас, безусловно, врачи. Все силы брошены на своевременное обслуживание вызовов. Приоритеты ставятся на первичные осмотры. Также медиками Нюрбинской ЦРБ проводится обработка помещений сухим туманом. Для обслуживания всех вызовов остро стоял вопрос транспорта. Но оперативным штабом района были выделены дополнительные автомашины. Также буквально на днях глава района вручил медикам ключи от нового транспорта. В связи с чем ситуация по обслуживанию вызовов более-менее стабилизировалась. Также в районе по решению республиканского оперативного штаба было увеличено количество койко-мест для больных новой коронавирусной инфекцией. Была усилена эпидемиологическая бригада, которая оказывает помощь больным амбулаторно. То есть сначала у нас работали только 1 врач, 1 фельдшер и 1 педиатр. В настоящий момент эпидбригада уже в составе 4 врачей. Это 3 терапевта, 1 педиатр и 3 фельдшера. То есть первичные вызова, которые все поступают, они обслуживаются сейчас вовремя. В городе Нюрба и на Слегах работают члены волонтерского корпуса под руководством специалистов управления по молодежной политике. Они по заявкам пожилых, маломобильных людей, находящихся в режиме изоляции на дому, доставляют медикаменты и продукты первой необходимости. В магазинах и предприятиях района каждые 2 часа проводятся санитарные обработки. Так называемые входные фильтры соблюдаются везде. Также во всех 224 многоквартирных домах города Нюрба силами управляющих компаний ведется дезинфекция подъездов. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Строительство канализационно-очистительной станции ведут в райцентре горного района Пердигистяхи в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Объект находится в 500 метрах за пределами села. Подрядчиком строительства выступила компания «Инвестдорстрой». На сегодняшний день работы выполнены на 50%. Этот объект должен обеспечить вывоз жидких бытовых отходов со всех благоустроенных домов села, включая те новостройки, которые должны завершиться в следующем году, Кайграм-Манчаре. По проекту рабочая мощность станции рассчитана на обработку 300 кубометров жидких отходов в сутки. На сегодняшний день ведется строительно-монтажные работы. В соответствии с контрактом работы планируется завершить в следующем году, в 2021 году. И планирует выполнить работу с опережением графика. То есть в зимний период мы должны этот объект закончить. В Якутске в 1,8 раза превышены допустимые концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. К такому выводу пришли ученые Института мерзлотоведения по итогам исследования запыленности столицы. Изыскания проводились по заказу компании «Синет» «Индрайвер». Какие районы столицы оказались самыми грязными, знает Юлия Михайлова. Эмилия с семьей переехала из Улуса в город совсем недавно. Подышать чистым воздухом, как дома, приходит с дочкой в парк. Приходим в парк. Это наше единственное место, где много, скажем, чистый воздух. А буквально за парком в Вилюйском переулке, где была старая свалка, в воздухе вместе с пылью присутствуют элементы тяжелых металлов. Вместе складирования снега и в районе ГРЭС содержание свинца и вовсе превысило ПДК в 3-4 раза до 100-120 мг на килограмм. Примерно такая же картина вблизи производств ДСК и ЯКСМК, также на окружном шоссе. Мелкая пыль, она наиболее такая опасная для здоровья. Она проникает в глубокие отделы легких, вот вплоть до альвеол. Ученые установили в 10 районах города пылесборники. В течение года брали пробы грунтов и снега. Образцы делили на 2 фракции – сухую и влажную. Изучив химический состав пыли, выяснили причины запыленности города. Одна из них связана с климатом.
Во-первых, у нас очень засушливый климат. Годовая сумма испарения превышает сумму осадков в 2-4 раза у нас в год. Вот. Опять же, геологическое строение почвы, они представляют свой песчано-полеватый грунт. Вот. Ну и, конечно же, обустройство города. Всего 60% города покрыто, имеет твердое дорожное покрытие асфальтовое. Также низкий уровень озеленения. У нас же нет такой какой-то вредной химической пыли. Выхлопные газы. И то идешь и смотришь, снег такой темный вокруг, рядом с автострадой. Понимаешь, что это песок, который сыпет от скользкости. Чем ближе, тем он темнее. Скорее всего, надо вокруг города сделать отдельную дорогу для тех больших машин, чтобы большие машины ездили вокруг города. Один тополь может заменить 7 елей в борьбе с запыленностью. Также хорошо справятся с поглощением вредных веществ в атмосфере акация, рябина, сирень и шиповник. В борьбе с пылью должно еще помочь асфальтирование улиц. Двухрядная посадка растений, один ряд деревьев, другая кустарники, задерживает от 10 до 30% различных веществ и снижает уровень загрязнения. Это, конечно, очень хорошие, большие цифры. А однорядный, если высадить один кустарник, это где-то 7-10% твердых частиц оседают на поверхностях листьев, на стволах, на ветвях. Все полученные данные и выводы ученых компания Синет предоставит властям. Мы передаем полный отчет по результатам исследования в Дом правительства номер 1 и в мэрию. И если власти подтвердят готовность двигаться дальше по проблеме пыли, то мы поищем опытных экспертов-урбанистов, чтобы они внимательно изучили полученные данные, чтобы они сами оценили ситуацию в городе и помогли бы с разработкой антипылевой программы. Мы надеемся, что она будет принята и реализована, а со своей стороны мы, команда Синет, будем готовы принять посильное участие в ней. Городская администрация уже готова внести изменения во все программы по благоустройству города. Что касается озеленения, увеличения озеленения, сейчас рассматривается вопрос, чтобы озеленение у нас был упор сделан именно на многолетние растения, это кустарники. Юлия Михайлова, Семен Семенов, Павел Пахомов. Новости, Якутск. На этом пока вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.